Спектакли на уровне лучших в Москве. Очень рекомендую ехать в Абхазию хотя бы ради спектаклей этого театра. Театр, в который хочется возвращаться снова и снова. Такие отзывы сегодня можно прочитать о русском драматическом театре имени Фазиля Искандера. И все это благодаря большому труду театральной труппы и руководителя. Ведь на сегодняшний день спектакли в Русдраме играют каждый день. Никогда в истории Абхазии не выходили на сцену столько раз в течение года молодые артисты. Ни в советское время, ни, естественно, не в постсоветское время. И, конечно, это сказывается на их уровне. Просто уже даже кумиры появляются у зрителей молодых тоже, и не только. Вот. А наши артисты опытные, они просто тоже расцветают и только молодеют с каждым годом, я бы так сказал, и блестяще работают в спектаклях, в тех спектаклях, которые идут уже многие годы, и в тех, которые вот мы выпускаем. В 2023 году было сыграно 270 репертуарных постановок. Многие из них уже успели стать хитами. Среди них «Софичка», «Рассказ мула старого хапуга», «Электро», «Красавец-мужчина» и другие. В прошлом сезоне Русдрамом было представлено зрителю 6 премьер, которые собирают аншлаги. «Роман с кокаином» – это вот такой хит абсолютный, который, я уверен, популярность этого спектакля будет только возрастать, потому что он и с каждым показом становится интереснее, и актеры лучше работают каждый раз. Прекрасная работа режиссера Романа Кочержевского. Спектакль «Красавец-мужчина» тоже наш хит, уже огромное количество объездил городов с гастролями России. Здесь постоянно с успехом он идет. Евгений Онегин, такой лаконичный, практически без декораций спектакль. Помимо новых постановок, театр еще успевает выезжать на гастроли и радовать зрителей за пределами республики. В 2023 году у театра было 12 гастрольных поездок. Играли в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новокузнецка, Горно-Алтайска, Набережных Челнов, Иркутска, Сочи. Детская студия «Чик», кстати, приняла участие в фестивале детских театров в Санкт-Петербурге. Между прочим, детская студия. Не просто. И не то, что родители там скидывались по 30, по 40 тысяч, что дети поехали, а бесплатно для детей, потому что все оплатил оргкомитет фестиваля замечательным Тюзе Брянцева и с прекрасным директором, нашим хорошим другом Светланой Лаврецовой. Большую поддержку русскому драматическому театру оказывает Министерство культуры Абхазии и России, абхазская московская диаспора, компания «Амобайл». Директор Русдрама отметил, что культурные связи между Абхазией и Россией укрепляются с каждым годом. Благодаря инициативе министра культуры России Ольги Любимовой и при поддержке президента России Владимира Путина, который подписал специальный указ о мерах поддержки русских театров зарубежных стран, наш театр получил финансирование на переоснащение техническое и постановку нового спектакля. Благодаря этому финансированию, которое осуществлялось через ОНО «Русские сезоны», я об этом говорил, кстати, на форуме, благодарил там и Ольгу Борисовну, и всех, кто причастен к этим прекрасным проектам. Вот выбрали лучшие русские театры зарубежья. Вообще этих театров там больше 100, по-моему. Ну, выбрали 10 лучших. И вот мы благодаря этому обновили парк светового оборудования. И еще много чего мы закупили на эти деньги. То есть у нас на самом деле этот год, вот, 23-й год, он с технической точки зрения тоже прорывный просто абсолютно был. Важно отметить, что работа Русдрама высоко оценивается Министерством культуры России. Ираклий, вам огромное спасибо. И то, что вы говорите о ренессансе культуры в Абхазии, это на ваших плечах, это ваши усилия. И вы знаете, иногда, когда вот ветер дует в лицо, а не в спину,
он творит невозможное с художниками. Я понимаю, что трудно, я понимаю, что был ковид, я понимаю, что где-то не хватает средств, как и всем нам на самом деле, даже самым крупным учреждениям федеральным культуры в России. Но то, что ваша труппа делает на гастролях, на огромных театральных, исторически значимых культурных площадках в нашей стране, это невероятно. То, как горят глаза у ваших ребят из вашей труппы, это чудесно. То, что в Щепкинском училище учатся ребята целевым курсом и вернутся к вам, я надеюсь, крепкими такими просто заряженными профессионалами своего дела, большой командой и с большой любовью, которая останется у них и воспоминания о жизни и работе на Неглинной в Москве. Это тоже большая радость и для нас, для вас. Просто в этом смысле для нас было, конечно, большой радостью, что появилась эта возможность, что поручением президента была создана программа поддержки русских театров. И у нас с вами появилась возможность строить творческие планы вместе. Отметил Хиндба и тесное сотрудничество с Абхазским драматическим театром. У нас есть прекрасные наши коллеги, друзья, соседи, Абхазский театр, с которым мы очень взаимодействуем по разным направлениям. Мы с директором Алхасом Чулокова прекрасные у нас отношения. И вообще как-то в театре начали взаимодействовать, и цеха взаимодействуют. Межтеатральная ситуация в Абхазии оздоравливается. Это тоже прекрасно. Всего на сцене Русдрама в 2023 году состоялось 305 мероприятий. В труппе театра выпускники и студенты лучших театральных вузов России, ГИТИСа, Щепкинского и Щукинского училищ, в ГИКа. Это не только актеры, но и звукорежиссеры, художники по свету. Уже в следующем месяце Русдрам ждут большие гастроли. 4 апреля театральная труппа уедет в Санкт-Петербург на фестиваль «Встречи в России», где сыграет Евгения Онегина. 6, 7, 8 и 9 апреля Русский драматический театр имени Искандера отправится в Москву, где будет сыграно 6 спектаклей на сценах театра «Etc» и «Центра» на Страстном. Публике представить спектакли «Последний из ушедших», «Красавец-мужчина», «Метод» и другие. У нас гастроли на Красной Поляне со спектаклем «Последний из ушедших». Затем мы едем на гастроли в город Новосибирск. После Новосибирска мы едем в Омск. Это в июне. Это все будет в начале июня. И в июне же мы летим, вот это совсем уже очень необычное, по-моему, да? Мы летим на Сахалин. Директор Русдрама примет участие в Балтийском форуме в Калининграде. Далее выступит с презентацией об опыте театра в Москве и Бишкеке. Порадует этот театральный сезон и новыми постановками. Уже 31 марта и 1 апреля состоится премьера по Уильяму Шекспиру «Виндзорские проказницы» в постановке режиссера Антона Корнилова. Надо прийти на этот спектакль. Во-первых, это стопроцентная комедия. Причем это такая шекспировская классическая комедия положений. Вторая премьера, спектакль «Пастух Махас» по Искандеру, состоится 24 и 25 мая. Режиссер Олеся Невмержицкая, художник-постановщик Виталий Кацба. Спектакль будет поставлен по эскизу победителя режиссерской лаборатории Сандро в 2023 году. Гугуца Вардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.